Доклады спикеров, участвовавших в научно-практической онлайн-конференции, охватывали сферы дошкольного, общего и высшего образования. Эта площадка стала местом для обмена знаниями, опытом и новым видением функционирования системы образования в непростое время. Сама конференция была, конечно, очень важна для каждого педагога нашей страны, который работает в разных сферах образования, и садик, и школа, и вуз. И можно сказать, что конференция легла в такую плановую плоскость, и для каждого из нас прежде всего дала возможность прикоснуться к педагогике как к науке без границ. И мне лично, как учителю средней школы, это дало очень много, потому что какие-то моменты, которые возникают напрямую в работе, их можно применять, используя тот метод и те практические навыки, которые дала эта конференция. И для всех учителей нашей республики, для методистов, для преподавателей вузов, это прежде всего возможность работать в мире, где никакая пандемия и никакие особенности не скажутся отрицательно на работе педагога, потому что за педагогом прежде всего личность ученика и человека будущего. В настоящий момент промышленно развитые страны переживают трансформацию, связанную с основанием нового пакета технологий. В первую очередь информационно-коммуникационных, которые меняют природу отношений внутри общества, в том числе внутри сферы образования. Новая реальность постоянно требует учиться и меняться внутри профессии. Так как меняется вот эта наша среда вокруг нас, то, конечно, эти изменения не могут не коснуться профессиональной среды. Профессиональная среда, безусловно, подвержена, так как мы являемся все, да, мы находимся в социальном пространстве, меняется личность, меняется среда, меняется отношение личности к среде, меняется отношение к профессии. Поэтому то, что сейчас требует ВУКа-МИР от профессии, в том числе и педагога, учиться, меняться и меняться внутри профессии, менять свои подходы к знаниям, к тем предметам, которые мы обучаем. Понятно, что есть классический подход, и его ничто не заменит. Я вообще сама сторонник классического образования. Я понимаю, что классическое образование – это все-таки та база, которая дает возможность потом реализоваться в любом направлении. Участником научно-практической онлайн-конференции АПЕПШ был и министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. Его доклад был посвящен современным тенденциям в образовании. Несмотря на то, что площадка была двуязычной, министр представил слушателям доклад на родном языке, после чего участники мероприятия могли задать министру вопросы. Один из них касался состояния образования в стране в период пандемии. Я оцениваю невысоко, потому что мы не готовы к карантинным мерам, да, наш образовательный процесс останавливается, и поэтому оцениваю, конечно, негативно. Да, но чтобы мы к этому были готовы, к любому, да, стечению обстоятельств, это карантин, это что-то другое. Да, мы должны быть готовы к переходу на другой формат. Поэтому мы и стараемся проводить такие вот мероприятия сегодня, например, да, чтобы мы привыкли к этому формату и могли его использовать тоже. Вот. Конечно, наша цель ремонтировать школу, чтобы дети ходили на уроки. Это самое лучшее, когда ты видишь ученика перед собой. На сегодняшний день, да, во время карантина мы показали себя, конечно, с не самой лучшей стороны, в отличие от других стран. Многие вопросы касались и онлайн-обучения. Как известно, активное внедрение в систему образования современных технических средств коренным образом изменило подход к образовательному процессу многих стран мира. Новая форма обучения получила особенно широкое распространение в период пандемии коронавирусной инфекции. Научно-практическая онлайн-конференция АПЕПШ была проведена для более чем 400 слушателей. Были представлены доклады на разные темы, такие как мировые инновации в образовании, семейная психогигиена, как вырастить счастливого и здорового ребенка, формирование здоровых пищевых привычек у детей младшего возраста, педагогическая диагностика навыков воспитателя детского сада и другие. На конференции у нас принимали участие одни из лучших спикеров Российской Федерации. Это те люди, которые работают сегодня в системе образования. Были представлены также различные вузы. Это Московский государственный педагогический университет, был Институт детства имени Герцена. Также был представлен у нас Институт управления РАНХИКС при президенте Российской Федерации. Была
Московская высшая школа социальных и экономических наук. Спикеры у нас выступали по 30 минут, причем была возможность обратной связи, и слушатели задавали вопросы. Вопросов было немало, причем спикеры даже не могли ответить на все, но лично каждому слушателю они ответили уже в чате. На сегодняшний момент в связи с эпидемией коронавируса, конечно, эти конференции важны, потому что время диктует свое. То есть нужно идти в ногу со временем, и эти первые шаги, которые мы делаем как Министерство просвещения, они, наверное, заставляют учиться всех нас. В рамках онлайн-конференции впервые в День абхазского языка был проведен и онлайн-диктант, по итогам которого было выявлено 5 победителей. Все они – работники просветительской сферы. Сария Кварацхеля, Тамас Чиковани, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.